154 сотрудника Северо-Остинского радио и телевидения в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт. Сегодня на территории ГТРК «Алания» открыли стелу – телеграфный столб с парой репродукторов. На памятной табличке имена не только журналистов. Здесь музыканты и инженеры, вахтеры и шоферы. Все, кто принимал участие в подготовке выпусков новостей, программы «Кинолент» во время и после Великой Отечественной. Мы вечно будем помнить тех, кто отдал жизнь за нашу великую страну и ради великой этой победы. А вам мы желаем счастья, радости, чтобы ваши младшие вас много еще лет радовали своими успехами. Из рупоров «Радио Победы» звучали голоса Иосифа Сталина, знаменитого диктора Юрия Левитана, героя Советского Союза Исы Плиева, сотрудников гостелерадиокомпании Северной Осетии. Живых ветеранов среди работников радио и телевидения осталось только 5, 2 участника и 3 тыловика. Молодым коллегам фронтовики пожелали успехов, отметив, что они делают благородную работу. Если они здесь работают, они выбрали правильный путь. И я им пожелаю только успехов в работе, благополучия, счастья и здоровья. Самое главное. Коллектив ГТРК «Алания» по крупицам собирал сведения о коллегах, ушедших на фронт, и тех, кто трудился в республиканском гостелерадио в послевоенные годы. За столь длительный период в архивах собралась богатейшая фонотека. Сейчас ее оцифровывают, чтобы сохранить для будущих поколений. Тамила Хамицаева, Елена Черенкова, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.